Вот вам о чем-то говорит имя Умурзак Умаркулиев? Умурзак Умаркулиев я услышал, когда я начал в интернете видеть эти мероприятия, а поближе мне рассказал Бьюиджи, когда со мной познакомился. Ну вот, как вы сами знаете, да, этот молодой наш соотечественник в 2018 году стал жертвой туркменского режима просто за то, что он попытался создать в Турции ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана. Это просто обычная гуманитарная общественная организация. Не попытался, он создал. Да, ну и за это режим его очень сильно покарал. А с другой стороны, вот ваше русско-туркменское общество тоже является как бы чем-то подобным. Да. Подобной организацией. Однако, с ваших же слов, за такую инициативу вот вас туркменский режим, по крайней мере, вот на территории России особо не трогал и не трогает. Вот. Да. А как это так получается, что чем это объяснит, что они вас... Потому что я занимался законной деятельностью. Ну а этот Умурзак что, незаконной, что ли, деятельностью? Умурзак учредители были турки. И он... Вы хотите сказать, что в этом замешаны сами турецкие власти? Да, да. Они же ликвидировали турки, им написали письмо, и они ликвидировали. Возник еще такой вопрос. Правда ли, что вот этот тот шатлык, который в Турции и в Кипре, да, сует нос в дела наших активистов, является вашим соратником? Я сейчас поясню. Несколько лет тому назад в Ютубе он вел канал под названием I Love Turkmenistan. Вот тогда он как-то сказал, что он вас хорошо знает и с вами лично сотрудничает. Это правда? Я сейчас вам скажу. Я извиняюсь, идет эфир, перезвоню. Значит, вы слышали мой вопрос? Вы слышали? Да, I love you, Туркменистан. Да, и значит, он сам сказал как-то тогда, что он вас хорошо знает и с вами лично сотрудничает. Это правда? Значит, Шатлык, когда вышел с этим каналом, я увидел. После этого он мне сам написал, позвонил. У меня же телефон известный. Позвонил Пяльван, наш гражданин, который находится в Северном Кипре. И они говорят, вот такая ситуация. Я говорю, ребят, говорит, рекламу сделайте вот нам. Я говорю, ребят, то, что вы сейчас делаете на сегодняшний день, вы делаете неправильно. Но то, что у вас есть хорошие ролики, Туркменистан, единая страна и так далее, для меня это хорошо. Я могу их выставлять. Но то, что вы делаете в отношении наших соотечественников, какой бы ни был бы тот человек, которого вы ругаете, второго, третьего, в любой месте нужна доказательство. А если вы еще матом ругаете, это неправильно. Более того, он один раз в пьяном виде, мне ночью позвонил, говорит, у меня день рождения. Я говорю, молодой человек, мне очень приятно. Если у вас день рождения, говорю, поздравляю, не надо меня ночью беспокоить. Ну, человек был пьян. Понятно, и потом, когда в это же вечер он... Но это говорит о том, что вы с ним в связях, то есть вы встречаетесь. Нет, он мне сам позвонил, я с ним общался, живу, я со всеми общаюсь, кто на меня выходит. Мне нечего бояться, они все наши граждане, Туркменистан. Плохой он, правильно делает, это не мы определяем, но в данный момент он сделал очень плохую вещь. Он оскорбил ребенка. Нет, одно дело словесно оскорбить или кого-то задеть, другое дело. Он же ведет себя как реально агент изнутри, он как будто задания какие-то выполняет. Значит, так агенты не работают.